Тема появления медведей вблизи Мирного, наверное, самая обсуждаемая в районе этим летом. Многочисленные видеоролики, снятые очевидцами, регулярно появляются в социальных сетях и мессенджерах. И с наступлением осени активность животных не снижается. И далеко не каждый знает, как нужно вести себя при внезапной встрече с медведем в лесу или на трассе. Чтобы проинструктировать водителей, экологи Алроса встретились с работниками, которые довольно много времени проводят на трассе. Продолжит тему Руслан Фаткулин. Прикармливая медведей, люди, сами того не понимая, обрекают их на гибель. Позже животное будет уже не просить, а требовать еду. И в случае отказа может напасть. И тогда единственной мерой будет отстрел. То есть у нас инструктажу подлежала Амакинская ГРЭ, все его цеха, все его управления. То есть сейчас вот МУАТ, и следующий на этой же неделе у нас в очередности стоит АДТ, это город Ленск, да? Потому что их водитель тоже дальнобой, еще МТС у нас в этой же программе стоит именно на инструктировании, потому что они у нас достаточно часто перевозят грузы. Выступающие даже продемонстрировали клок шерсти, оставленный медведем у одного из мусорных баков, установленных на трассе. В лесу около этих бочек были обнаружены вот эта шерсть медведя. Как вы видите, все-таки не стоит выходить или выходить за ягодами, за грибами, как сейчас сезон начался, люди идут в лес, не опасаясь ничего, как бы думают, что авось повезет, пронесет и ничего не будет. Нет, это не так. Медведи идут по ягоды, по грибы, потому что все-таки голод их гонит. Это говорит о том, что мишки стали все чаще выходить к людям за едой. Но вот наглядный пример того, чего ни в коем случае нельзя делать при встрече с лесным зверем. Совсем недавно произошел случай, который говорит о том, что проблема более чем серьезная. Есть такое поверье о том, что медведя пугают громкие звуки. Когда медведь голоден, его не пугает ничего. У буровиков работала бурмашина, его это не остановило, он к ним вышел. То есть коллектив вынужден был запереться у нас в вагончике, и пока не приехали, не отстрелили мишку, он их просто из вагончика не выпустил. То есть такой факт есть. Главный вывод. При встрече с медведем ни в коем случае нельзя приближаться к нему и подкармливать. Так вы спасете жизнь самому животному и обезопасите себя.